Матушка Магдалина родом из Польши, но уже более 15 лет она живет в нашей стране. Что побудило молодую веселую девушку из католической страны стать православной монахиней? Родившись в Белостоке в Польше, монахиня Магдалина Тихонюк полюбила Белую Русь всей душой. Благодаря Свято-Елизаветинскому монастырю она осознала свою цель в жизни, обрела новую родину и получила от Господа исполнение своей мечты. Матушка, вы родились в верующей семье? Да, я родилась в Польше, в восточной части Польши, и как раз в православной семье, и у нас вот все мои предки, они православной веры были верующие. Да, конечно, ходили в храм, посещали, и даже вот во время, когда вот здесь именно были, да, как бы коммунистическое время, гонения на церковь, у нас этого не происходило в Польше. Вот, так что мы все вот детки были крещены, и вот, да, слава Богу, так что с детства посещали храм. Как влияло на вашу религиозную жизнь тесное соприкосновение с католиками? Польша католическая страна в основном, 99,5%, да, католики, а только 0,5% православного вероисповедания. Это почти 500 тысяч вот, да, населения. Но вера вот у людей крепка, потому что на самом деле вера католическая тоже в Польше, она, люди, можно сказать, воцерковлены, да? Католики, молодежь, например, она принимает большое участие, да, в как бы церковной жизни, да, в костеле, и как-то вот можно сказать, да, тенденция в католической, да, вере перешла тоже, ну, на нас, да. У нас, например, были в школе, кстати, занятия, мы посещали тоже при храмах, были вот уроки, да, религии. Слава Богу, я вот сейчас смотрю, что, наверное, если взять как бы европейские страны, вот Польша, она наиболее воцерковленная, потому что много вот монастырей, да, они все полные, даже много вот молодежи идет в монастыри. И даже монашество как бы по всему миру пополняется, кстати, польскими монахинями, монахами. В Польше тоже, вот, знаете, есть аутокефальная, да, православная церковь и больше, чем 20 монастырей. Так что можно сказать, что, да, православных, да. А чувствовалось ли какое-то отрицательное влияние или давление, возможно? Нет. У вас была довольно активная молодость и юность со всеми забавами молодой жизни. В какой момент к вам пришло осознание, что вы хотите чего-то большего, чего-то высшего? Наверное, вот у каждого человека есть такой переходной возраст, да, когда мы начинаем задумываться над жизнью, над смыслом жизни, чем тоже и хотим, да, заниматься. Надо как-то пережить тоже этот бурный период, как бы внутри тебя неизвестно, что творится, и как бы думаешь, что вот эта внешняя такая активная жизнь, она как бы заполнит твой этот внутри поиск, да. На самом деле, вот знаете, человек, он сотворен Богом, да, душа, как бы получается, что Бог сотворил человека с земли, да, дунул дух, который вот вечно живет.
И вот, ну, наша как бы душа, она ищет Бога и, наверное, мучается, пока не найдет Бога. Нам вот, наверное, надо пройти через как бы такое испытание, да, мучение души, чтобы вот принять Бога, да, и уже остаться с Ним до конца жизни. Вот, поэтому я, несмотря на то, что такая, ну, была внешняя активная жизнь, да, я чего-то искала, что мне наполнит мою душу, да, и как бы только познав, ну, я сильно просто начала молиться в храме, да, раньше как бы приходила, чтобы исполнить какой-то долг, да, по воскресеньям, вот посетить храм, и как бы на этом заканчивалось. А потом просто настал такой период, где я уже искренне начала обращаться к Богу. Вот. И тогда почувствовала, что Бог рядом, и вообще такие чудеса происходят. И на самом деле там прошел какой-то промежуток жизни, и просто ты видишь, что все, что ты хотел, Бог дал. Вообще, ну, просто исполнил. Что подтолкнуло вас к поступлению именно в Белорусский университет? Я училась в Гайновке, это такой небольшой городок, и в этом городке находится лицей с белорусским языком, да. Восточная часть, да, здесь проживает в Польше очень много, вот именно даже, можно сказать, белорусов, которые себя ощущают, ну, белорусское меньшинство в Польше. Это тоже, да, и связано тоже и с верой православной. Я поступила в этот лицей, и, знаете, мы ездили на экскурсии тоже в Беларусь. Мне было очень интересно, я просто поразилась, да, красотой, людьми. И потом представилась тоже возможность поступить в белорусские университеты. В основном поступала молодежь в мединституты или иностранные языки. Как-то Господь просто так управил. Это был ответ вот тоже на мои молитвы, потому что я как-то хотела вот находиться среди людей-единомышленников. И для меня было тоже главное вера, да, духовность. И как раз когда я вот поступила, приехала в Минск, здесь, можно сказать, было все возможности, да, для духовной жизни. Как раз началось возрождение, да, церкви православной, строительство храмов, люди тоже, многие только что делали, да, первые шаги в храме. Вот я увидела такую красоту, да, как бы насколько у людей крепкая вера, вот насколько, как вот даже надо молиться внимательно. Так что это был тоже такой ответ от Бога, вот потому что я не знала, где поступать, чем, ну, заниматься. Это моя подружка мне предложила тоже, чтобы, ну, мы вместе поступили в Минск. Она уехала после года, вот. А я осталась. А что вас удивило больше всего в Беларуси? Все, настолько все прекрасно в Беларуси. Вот я знаю, ну, почувствовала такую как духовность прежде всего. Ну, конечно, пространство, да, как бы Россия на самом деле, она, ну, прекрасная земля, огромная. Беларусь тоже, несмотря как бы вот что находится, да, в центре Европы, она малонаселенная, вот просто едешь, ну, одно пространство, леса, красота. И, конечно, люди, простота людей, вот, и, наверное, ну, какое-то смирение, вот. Вот, конечно, духовность, как вот, ну, надо вот предстоять перед Богом. Как вы узнали о нашем монастыре? Я когда вот поступила, да, в Минск учиться, как-то мне хотелось вот посещать, да, храмы. Конечно, ну, я потом узнала, что есть монастырь, но первая встреча с сестрами, это
в Польше. Я увидела сестер, которые вот, ну, приезжали к нам на приходы, да, в Польшу, и просто мне хотелось с ними познакомиться, ну, поговорить. Потом уже в храмах я тоже встречала сестер, но даже у меня не было, знаете, как-то я даже не могла вот подойти, да, познакомиться. И потом получается, что я искала отца духовного. И многие мне говорили про отца Андрея Лемешонка, про то, что он является духовником монастыря. Но я тоже, знаете, не могла как бы решиться на то, чтобы вот подойти, да, спросить. Ну, тоже молилась, как бы, какая воля Божья, чтобы Господь сам послал, да, отца духовного, который дальше будет руководить моей жизнью. И, знаете, у меня тоже появилось желание, ну, когда я просто была студенткой, я вот на первом курсе ездила в Дом милосердия учиться писать иконы. Это как бы еще была моя мечта еще в Польше, я хотела этим заниматься. Но потом уже появилось такое желание что-то делать тоже для других людей. И вот я знала, что сестричество монастыря этим занимается, социальной деятельностью, вот посещением больных здесь, в психиатрической больнице и тоже в городе. И вот таким образом я стала сестрой милосердия на втором курсе в 2000 году и несла послушание в больнице. И для меня это была, можно сказать, такая просто Божье действие в моей жизни. Вот такой свет. Вот именно, знаете, послушание в больнице, потом посещение собраний, встречи с сестрами, тоже поездки за границу. Вот я помогала переводить. Вот. И потом, так что так Господь как бы вел меня, да, к монашеству. И, конечно, я вот молилась, да, я хотела, как-то появилось тоже желание остаться в монастыре, но хотелось узнать волю Божью, да, именно вот как Бог хочет, да. Вот, да, на 5 курсе тогда уже я явно ощутила, что вот это моя дорога, мое призвание, и сразу же в этот же день, вот когда получила диплом, пришла в монастырь. То есть вы почувствовали, что хотите стать монахиней, познакомившись со служением нашего монастыря? Да, вот это было то, что как бы всегда душа, наверное, хотела, да. Матушка, а что значит для вас духовная жизнь? Вот когда в жизни, да, есть как бы разные представления, да, в разные периоды жизни, ты по-другому, по-разному воспринимаешь духовную жизнь. Наверное, это просто такое ощущение, что ты в повседневной жизни вот, ну, видишь, что рядом Господь. Но проявляется это в основном на послушании тоже, да, что делаешь какое-то дело, и ты просто знаешь, что ты сам своими силами, ну, никак, да, не можешь это реализовать, что это просто явная помощь Божья. Такие чудеса, да, происходят. И это укрепляет веру, наверное, вера, да, укрепление в вере, это духовная жизнь. Матушка, вам после пострига сохранили ваше мирское имя, правильно? А что для вас значит Святая Мария Магдалина? Вы знаете, я всегда благодарила Бога, да, что именно вот Святая Мария Магдалина, моя покровительница, и потому что вот жизнь, она, да, прекрасная, получается, что ей вот она осталась верной, да, Христу там до последнего. Вот даже апостолы, можно сказать, ну, испугались, конечно, и у женщин, да, мироносец был страх, но все-таки
они его побороли, и несмотря на ничего, как бы вот остались верные Богу. И Иисус Христос ведь явился, да, первой, да, Марии Магдалине. Это тоже настолько как бы возлюбил, да, Господь эту жену, да, мироносицу. Ну, я тоже удивилась, когда первый раз так случилось у нас в монастыре, что при постриге осталось имя. И, конечно, вот владыка спрашивал, есть ли какое-то желание, иметь какое-то, есть ли пожелание насчет имени. Но это был такой вопрос, который просто никогда владыка не задавал, да, всегда сам, ну, Господь вот через митрополита, да, называл как бы именем, да, как Бог ему подсказал. Это просто был такой вот первый случай, когда владыка переспросил, и, ну, и осталось имя. Архимандрит Митрофан Жировический наш говорил: «Я Богу молюсь, ничего не боюсь». Как вы понимаете эту фразу? Я вот тоже, знаете, думаю, что как-то мы, вот христиане, это такая наша основная цель, не бояться, вот. И то, что даже как бы, ну, последние события показывают, надо так вот укрепиться в вере, да, чтобы действительно потом, когда придут какие-то испытания, просто остаться верным Христу. Потому что, ну, страх, он вообще парализует человека. Но, наверное, надо перед собой иметь какой-то пример, да, храброго человека, да. Но у нас есть эти примеры, так что нам вот везет. И, наверное, идти, потому что, так знаете, человек сам по себе очень такое хрупкое существо, вот. Поэтому это, ну, такая тоже основная цель. Вот. Ну и в Евангелии ведь тоже постоянно про это вспоминается, да, чтобы радоваться и не бояться. Что бы вы посоветовали молодым людям, которые сейчас избирают путь в монашество или женитьбу, замужество? Это, знаете, ну, серьезный такой вопрос, да, в жизни каждого человека. Потому что, когда избираешь, да, один или второй путь, надо просто уже до конца, да, следовать этому пути уже, ну, действительно, другого выбора нету. А там и там, на самом деле, да, нелегко. И поэтому надо, знаете, сильно просто молиться Богу, чтобы Господь сам указал дорогу, чтобы почувствовать призвание, да, чтобы Господь вот дал почувствовать, какая твоя дорога в жизни. Вот. Матушка, спасибо вам большое за беседу. Это был очень интересный разговор. Спасибо большое. Всего хорошего.